Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар, ишыжәбо еиԥш, ҳтәылаҿы имҩаԥысыз Аԥсны ахада иалхрақәа иаадырԥшит ҳажәлар рҟәыӷара, рхымҩаԥгашьа, адемократиатә принципқәа рымҽхак. Иҟоуп аимак-аиҿак азинтә политикатә зҵаарақәа рҿы иуеиԥшым азнеишьақәа. Аха аус злоу, ҳазегьы неилыхҟамҵакәа, хьаас иҳамоуп уаҵәтәи аԥеиԥш, ихьыԥшым ҳәынҭқарра алахьынҵа. Адунеи жәларбжьаратә експертцәагьы иазгәарҭо иалагеит, ҳара ишҳалшо алхрақәа ҭаԥхықәрала адунеитә зинтә стандартқәа инарықәыршәаны рымҩаԥгара. Сгәы иаанагоит, ҳаԥхьаҟа ишьҭоу аусӡбатә дуқәа рынагӡараҿгьы иааҳарԥшып ҳәа аҳәоиқәшәара, аилибакаара, аӡәкреи, аизыразреи аналыршаха, ҳтәылаҿы акырӡа имариахоит иуадаҩу астратегиатә зҵаарақәа зегьы рыӡбара. Гәык-ԥсык ала иҭабуп ҳәа шәасҳәар сҭахуп, алхрақәа ирылахәыз зегьы, аџьабаа збаз зегьы, иҵоуроу, ипозитивтәу алҵшәа ҟаларц азын, аиҭакрақәа рыхьӡала тәамҩахә ҟазымҵаз зегьы. Ихадароу акакәны сахәаԥшуеит иахьагьы, ҳәынҭқарраҿы алеишәа арӷәӷәара, ҳажәлар рсоциалтә економикатә бзазара аихтәра. Аԥсны аҳәынҭқарра ашәарҭадара иацу апроблемақәа иҵегь рхаҵгылара. Хаҭала сара урҭқәа зегьы азҿлымҳара рыгсыжьуам. Исылшо зегь ҟасҵоит Аԥсны аҵеира ршьала иааго ахақәиҭреи ҳаиааирақәеи зықәгылоу ауасхыр иҵегь иӷәӷәахарц азын. Ишәзеиӷьасшьоит агәамч, анасыԥ, аманшәалара, аихьӡара ҿыцқәа. Дорогие соотечественники, более 2 недель наша страна жила в напряженном ожидании исхода президентских выборов. Как я отмечал в своем предыдущем обращении, избирательная кампания достаточно зримо и прозрачно выявила сильные и слабые стороны развития демократических процессов в Абхазии. Несмотря на высокий градус политической жизни, противоречивость взгляда власти и оппозиции, взаимную, порой и нелицеприятную критику, мы стараемся находить точки соприкосновения в вопросах, определяющих характер и тенденции нашего дальнейшего развития. Мы порой остро спорим, дискутируем по наиболее актуальным социально-экономическим, политическим и правовым проблемам. Нас слышит широкая аудитория наших граждан, для которых превыше всего мир, стабильность, преодоление существующих сложностей. Выборы отчетливо продемонстрировали, что наши граждане, достаточно активно включившиеся в них и в первом, и во втором туре, неравнодушны к складывающейся ситуации, к судьбе реформ. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить искреннюю благодарность всему народу Республики Абхазия, к уважаемым представителям всех национальных общин, ко всем избирателям, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному штабу, за проявленную высокую ответственность, глубокое осознание своего гражданского долга. Наши избиратели воочию видят, ценят определенные достижения. В то же время открыто говорят на встречах и о том, что препятствует развитию тех или иных отраслей. На мой взгляд, людей меньше всего волнуют личные претензии политиков. Людей серьезно беспокоят проблемы социальной и правовой защищенности общества, укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, улучшения благосостояния населения. И обязанность руководства страны, в первую очередь президента, увереннее и решительнее менять ситуацию, преодолевать инерцию, поворачивать чиновников лицом к насущным потребностям наших граждан. С таким настроем я шел на выборы, на второй срок, и надеюсь, что при вашей поддержке удастся заметно переломить ситуацию. Уверен, что споры и разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящее общество, будут отрегулированы мирным и правовым путем. Если международные наблюдатели засвидетельствовали в ходе избирательной кампании готовность нашего общества и политических объединений соблюдать общепринятые нормы, вести себя цивилизованно, то это говорит о том, что растет политическая и правовая культура. Мудрость и благоразумие народа способны выводить наше государство на качественно новый уровень. В ходе президентской избирательной кампании, во время непосредственных встреч с людьми, я еще раз убедился в том, что у нас есть умная, воспитанная, переживающая за судьбу Отечества молодежь. И мы обязаны проявить больше внимания проблемам молодежной политики, нуждам, социальным запросам и проблемам молодых. Ибо именно им предстоит нести в будущем тяжкую ношу строительства государства.
Оценивая пройденный этап президентских выборов, я лишний раз убедился в необходимости ведения еще более широкого и постоянного диалога со всеми слоями общества, с нашими уважаемыми ветеранами, с оппозиционными партиями и их лидерами. Как и раньше, я готов к такому открытому разговору. Нам, как воздух, необходимы политические консультации и взаимный обмен мнениями по всем вопросам, тревожащим общество. Я буду делать все от себя зависящее для создания такой атмосферы и рассчитываю на встречные шаги в этом плане. Желаю всем вам, дорогие сограждане, мира, благополучия, процветания, претворения всех ваших добрых намерений и замыслов.